Наверное, будет длинное видео и достаточно эмоциональное, но я не могу не поговорить на эту тему, хоть меня, наверное, просто эмоции переполняют. Сегодня, кстати, очень сильная магнитная буря, может, поэтому вот так ну, задело меня, что ли. А может быть, потому что несколько людей прям с одинаковыми, эм, ну, не скажу проблемами, но вопросами э, пообщались со мной, так скажем. Вот помните, я как-то говорила, что я смотрела Донцову, и она сказала, что болезни — это хорошо, это благо, это дает нам возможность подумать о том, где мы допускаем ошибки и что нужно поменять в жизни. Вот, знаете, когда у человека возникают проблемы, конечно, очень много интернет сделал, очень много показывают жизнь ровную, без таких проблем. Но вот в фильмах мы смотрим, везде проблемы, там в песнях, везде какие-то проблемы, а мы хотим, чтобы нас проблемы не трогали, ой-ой-ой, не нужно, уйди в сторону, и, в общем, никаких подвижек, никаких, в общем, волнений и треволнений, чтобы вокруг нас не было. Но вот знаете, часто мамы не дают возможности, сделать, ребенка победителем, сделать ребенка достигатором, давать ему возможность идти. Это относится к девочкам и к мальчикам, идти вперед. А мама говорит: "Ой, не волнуйся, я там прогоню этого плохого мальчишку, я скажу его родителям, чтобы он с собой не общался. Не получается там что-то не получается, давай я тебе оплачу репетитора, давай я тебя вот в этот институт идти, тут у меня знакомые, сюда вот лучше тебе будет, потому что, ну, это так, я тебя устрою на работу, вот тут есть хорошее место, у меня знакомые, я тебя устрою на работу". Кстати, на эту тему прям есть очень, тоже я его рассказывала как-то, э, такой наглядный пример. Это вот поговорка, извините, просто нервы. Я как бы боюсь перескочить с одного момента на другой, но и с другой стороны я хочу все-таки донести свою мысль. Вот э, я как-то рассказывала эту историю, что вот у моей подруги приехал ее двоюродный брат. Я почему об этом рассказываю? Потому что вот он точно меня не смотрит, вот, и никак, кроме этой девочки, никто другой не поймет, о ком конкретно я говорю. Но наглядный пример, очень наглядный. Э, Это было, наверное, лет 10 назад, ну, примерно. Ам, Тогда мужчине этому был 41 год. Ну, тоже примерно, не помню, там, ну, чуть-чуть за 40, так скажем. И его мама с папой жили на севере, и ребенку давали все, один единственный сын, давали все самое лучшее. Родители все очень приличные, очень организованные, трудоголики, и этот сын, и родители, и все. Но вот он приехал, и вот ему вот чуть за 40, и он говорит, а он в общепите работает и добился в общепите там успехов. У него хорошая квартира, хорошая машина. И вот он говорит: "Я, ну, не создал семью", это другая история. Ну, хотя она прикликается с тем, что мама знает, как лучше. И он говорит: "Я, задумался о том, что моя жизнь проходит, ну, как бы мимо. И я вообще всю жизнь хотел, с юриспруденцией". Я уже не помню, что он там говорил, кем он там хотел, кем-то там, Котя пришел, кем-то там он хотел юридически. Вот, я, значит, тут мне 40 лет, а я, ну, ничего в жизни не добился, ничего не осознал, ничего не красивого не совершил. И вот я хочу поменять свою жизнь, я хочу пойти учиться. И я ему, конечно, говорю: "Да-да-да, давай-давай". Прошло 10 лет,
Ничего он не сделал, никуда он не пошел, ничего он, новые какие-то горизонты не открыл. Его родители вышли на пенсию, приехали к нему вот с севера сюда и, в общем, купили общий дом и живут вместе. И вот они живут вместе. Вот понимаете, вот благими намерениями вымощена дорога в ад. Так, про котика, пока раз он прибежал. Мы ему сделали прививку, вот эту, которую я делаю в загранпаспорт. И доктор сказал 2 недели его не купать. И я не могу его постричь. Он у меня такой некрасивый и заросший. Хотя я хочу, чтобы еще август он таким красавчиком побыл. В общем, вот такой. Все, Котя пообщался. Все, иди. Вот, понимаете, вот в какой-то момент эти дети, которым вот так вот в рот за червячка вкладывают, да, начинают, ну, особенно это, конечно, мамы грешат этим, этот ребенок начинает маму ненавидеть и всеми силами старается вырваться и абстрагироваться от нее. Но тут зависит еще давление мамы, насколько сильно она держит. И у ребенка вот этот из-за того, что вот этот кортизол у него не вырабатывается, гормон стресса не вырабатывается, когда его э, все вот такие, ну там чуть-чуть колебания, да, когда вот такие прям ого нервы решают тут же за него это решается, когда это можно переложить на другие плечи, это как бы хорошо и прекрасно. Но возникает, вот знаете, я приведу такой пример. Вот тигр сидит, находится в зоопарке, и ему каждый день там служитель зоопарка приносит еду. И этот зверь ненавидит этого, как он считает, тюремщика. Потому что тюремщик запихивает его в скорлупу и не дает ему возможности самовыразиться. Он ему не дает возможности поймать эту дичь, не дает возможности побежать, не дает возможности насладиться этим моментом победы. И он начинает этого ненавидеть. Не, любовь там не возникает. Возникает такое, ну, привязка другого типа, присоска, да, с возрастом, со временем, когда привыкаешь к этому состоянию, что твои проблемы можно решить, и вообще проблемы не... Пусть они обходят меня стороной. Но знаете, вот там обсуждается, вот, что Плющенко отдал своего сына в Казахстан в ледовый спорт. Я не знаю подробностей, поэтому я так обтекаемо говорю. Вот. А Плющенко сказал, что если будет его сын в замкнутом пространстве даже вот такой страны, как Россия, как бы большой по площади, вот, будет он соревноваться, у него не будет такого соревновательного духа, не будет таких ступеней, таких оценок, таких вот стремления и развития внутреннего не будет, если в него не будет стресса с более сильными соперниками. Вот. И вот иногда на внешнем уровне вот такая ненависть к родителям, к маме, там, не, к тому, кто решает проблемы, иногда это жена, вот, иногда она не возникает вот так внешне, но внутри вот этот посыл, который дают ему, да, он иногда чреват очень большими неприятностями и очень понимаете, когда вот, вот так вот гасят, когда не дает получить кортизол, то не только гормон стресса не вырабатывается гормон победы. Я смог, я преодолел, я достиг. Вот говорят, что девочки, включайте у мужчин, у парней
что он, значит, хищник, он тебя добивается. Да, да, тогда он победа для него, и вы, как победа, являетесь очень большой наградой. Когда это идет вот тихо, мирно поговорили, вот, ну, захотел на, как бесплатная медицина, ничего не стоит. Как бы вот так. Вот ощущение, мне было плохо, я нервничал, я получал от жизни оплеухи, я продирался, я там стачивал зубы, я ломал ногти, но я смог или я смогла, я преодолела. Но это очень сильно повышает самооценку, очень сильно взбадривает. Поэтому нужно, чтобы вы вляпывали, чтобы вы получали оплеухи, чтобы вы поднимались, вставали и шли дальше. Это дает ощущение того, что вы живете. Вот, вот как вот это ощущение того, что жизнь не проходит мимо, когда ты в борьбе, когда ты все вспоминаю, как это вот, а он, глупый Пингвин, робко прячет тело жирное в утесах, да? А он, кто-то, ой, забыла слова, он просит бури, как будто в буре есть покой. Но вот иногда в буре и есть покой, потому что устроена так Вселенная. Вот когда человек выходит на новые горизонты, у него вот этот гормон стресса, это вот зашкаливает, но это дает такое второе дыхание, такую вот силу, такую возможность и желание получить эндорфины, получить э, вот это ощущение жизни и праздника жизни. Иногда вот когда такие, ну, все время жить, конечно, в стрессе и в состоянии кортизола, гормона кортизола, который вот пробегает по нашему мозгу и бесконечно его вот так вот телепает, да, это тоже плохо. Но когда пробегает и это как массаж, как вот я не, ну вот, знаете, какие-то такие у меня легкие сравнения, но они, я хочу просто, чтобы вы поняли, что это хорошо, когда у вас есть проблемы, это хорошо, когда у вас есть новые горизонты, это хорошо, когда есть ступени, плохо, когда это беда, которую нельзя там никак решить. Это, конечно, плохо, но с другой стороны, вот все, что нас не убивает, делает нас сильнее, э, дает новые решения, новые нейронные связи, ну, вот новые горизонты. И если не входить в состояние стресса, любыми способами избегать, любыми способами, там, там, что там, котик? Чухи, чухи, да. Ну, все, успокойся. Вот какие-то дома там проблемы, какие-то вот неприятности, вот там, и девочка вот так, не хочу их решать, не хочу их видеть, не хочу слышать, я пойду там потреплюсь с подружками, я пойду себе что-то куплю, еще что-то, и все на этом стачивается этот момент принятия решений, шагов вперед, изменений что-то в своей жизни. И и все остается на том же месте. И вот, кстати, я хочу еще видео там попозже запишу, что, это неправильно, когда тебя что-то не устраивает, а меняться должен другой человек. Ну, вот прям совсем неправильно. Но это для другой темы история. Если прятаться от проблем, от неприятностей, ну, нужно, конечно, оценивать не то, что там идти специально там в гущу каких-то неприятных событий, но вот что-то не получается. Вот оно не получается. Вот давайте я отойду. Вот не получается у меня там
как один мальчик сказал, девочки хотят там богатых и сразу там, чтобы все было. И вот давайте я вообще не буду с ними знакомиться. Вот, потому что, а вдруг она мне ответит что-то не так, а вдруг там мне нужно будет ее добиваться. И что? Вот таким образом, только таким образом, преодолевая ступени, проходя, потому что ступень это вот кажется так, время того, как человек делает шаг на ступень, срабатывает уйма мышц, уйма нервов, уйма там всего. Глаз анализирует, мозг перерабатывает, что нужно на такую высоту поднять, нужно так поставить ногу. Это идет само собой, но это очень большая работа, которую мы не замечаем, не думаем об этом. Но это тоже разговор на другую тему. Только преодолевая трудности, только через тернии к звездам. По-другому вообще никак. Поэтому не нужно бояться того, что что-то пойдет не так. Не нужно бояться неприятностей. И если все время там прятаться в этот домик, вот там прикрывает там мама или жена, или там кто-то вот тебя прикрывает и закрывает, и ты в этом начинаешь вариться и привыкаешь к тому, вот почему этот мальчик не пошел учиться, как он хотел. Потому что, ну, я хочу, ну а зачем? Это столько неприятностей, столько сложностей, столько лишних телодвижений. Да, вот я несчастный, и я нашел, кто в этом виноват, и я буду в этом жить. Поэтому, ну нет, ну нет, идите вперед, не бойтесь ничего, преодолевайте, достигайте. Пусть над вами будут, весь мир перед вами открыт. Да, когда идешь, натираешь ножки, да, устают ножки, устают, все устает. Но зато ты это преодолел, зато ты герой, победитель, достигатор. Ну, наверное, длинный разговор, но он был нужен. И мне нужен был, потому что внутри меня, вот мне хочется вот так достучаться, что не бойся, иди вперед, не бойся. Ну, наверное, только таким способом я могу. Ну, все, пока.